Итак, очередной клиент на проверке ВВБ. Заезжай, пожалуйста. Прямо руль в рестайле. Итак, включи, пожалуйста, фары. Фары включи, как все горит. Так. Нижний не работает? Не работает. Ну, лампочки перегорают. Вот. Бывает такое. Ох ты, как лупит линза. Рестайл уже. Чуть-чуть вид. Здравствуйте. Итак, обзор небольшой сделаем. Что такое рестайл? В общем, они видоизменили. Передний бампер изменили. Поставили такие уже, как более такие раскосые фары, так скажем. Сделали вот этот открытый рот, так называемый. Опять вот грейдероподобные моменты. Вот эта юбочка осталась. Так, что еще они видоизменили? Ну, чуть-чуть фары изменили. Сейчас еще всегда обращаю внимание на крутые тапки с выносом. Это раньше был Underground, такая игрушка хорошая. Need for Speed Underground, и там можно было колеса выбирать. И вот как-то эти Advan назывались, или как? А, вот они так называются. Волк. Или Ворк, или Волк. В общем, смотрите, какая. Racing Wheel. А, Race. Вот даже написано. Ну, сейчас мы чуть прибавим. Чуть-чуть вот так прямо. Волк Racing. Круто. Тапки огонь прям с выносом таким. Смотрится, играет. Если бы они еще хром были бы, вообще блестели. Так, размер смотрим. 195, 55 на 16. Нифига себе. Блин, 16 колеса. Оказывается, можно воткнуть. Не шоркает? Нет, там 17 вообще ставишь. Блин, нормально же, смотри, 65, 55 профиль. Нифига себе. Ребята, знаете, что такие катки можно сюда воткнуть? Вот такой вот вынос получается. Ну, правда, единственный как бы косяк этих с выносом, то что вся грязь вот так летит и вся бочина постоянно грязная. Но это красота требует жертв. Так, дальше. Да, вот стоп-сигнал. Я в своем последнем видео показал стоп-сигнал уже от самого последнего рестайла. Еще потому что это первый рестайл. Есть еще второй. Второй еще приедет, это 17-го года. Да. Да, вот ты сейчас вот включи, пожалуйста, все фары. Как это все горит. Поворотки, туманки. А, точнее эти. Аварийку включи. И на тормоз сейчас. А сейчас нажми на тормоз, пожалуйста. Оба, вот. Тормоз горит у нас светодиодами. Так, теперь просто включи фары. Хоп. Тоже светодиоды фары, а или нет? Такое ощущение, как будто тут где-то какая-то лампочка там, но не светодиод. Теперь поворотки. Поворотки где? Чик-чик-чик-чик. На, аварийку включи, аварийку. Вот поворотки. Теперь, ну, в принципе, задний ход также остался вот внизу. Так, ну все, вырубай, пожалуйста. Теперь посмотрим, что в салоне видоизменилось. Пожалуйста, сяду. Тоже хулиганишь, да, маленечко, с этими катаешься. Кожаные чехлы. Под чехлами у нас какая тряпка, интересно. Так, смотрим, что у нас видоизменилось. Климат изменился. Сделался вот раньше. А, тоже крутилка осталась? Они, эти кнопки вот здесь стояли раньше. Чуть-чуть поменяли. Крутилка осталась. Выключить, включить. Да. Есть вот такой момент, как рояльным лаком здесь такую вставочку сделали. Ну что еще? Приборку они поменяли. Есть, да, ключик? Где она? Где она, кнопочка? Не видит, да? А, у тебя в кармане. Да, вот прям уже. Угу. Так, посмотрим. Никакого крутого экранчика нету, да? Завелась она, нет? Нет, нужно тормоз нажать. Ага, давай, заведи. Все сделалось. Чуть-чуть цвет этого табло поменялся. Раньше был зеленоватый такой.
А сейчас вот он, ну, по-моему, другой оттенок. Итак, А там на новом кузове вообще цветной разный. да, еще вот экранчик новый, наверное, появился в новом кузове. Ну, здесь вот тоже поменялся цвет. Что тут? Вставочка какая-то такая синенькая. Ну, ну и вот поменялись эти воздухозаборы, потому что там такой был. Да. Чик, вот так закрывался. А сейчас вот сделано. Хоп, хоп, закрыть, открыть. Как какой-то вентилятор. Пропеллер. А раньше вот так чик-чик закрывалось. Ну что еще? Все, в принципе. Тут у нас подлокотника нету. Подлокотника нету. Антиюз, экорежим и Комплектация эска. Да, и вот еще вот заметил, ребят, смотрите. Почему-то у них почти у всех циклки. Вот сколько я не заметил. Это в эсках, наверное, у всех, да? Циклки. Здесь кожа, да? Да. О, блин. Черный весь пластик, а тот белый салон был. Колонка тоже здоровенная. Здесь у нас звук. Это у тебя уже стоит это, да? Датчик ВВ как раз таки. Я знаю, что это такое. Вот. Ну, заодно посмотрим, как он работает, что он там делает. Вот, это туманки включаются почему-то отдельно. Одна работает, другая перегорела. Ну, я видел, разбитый. Круиз есть. Это четко вообще. Кожаный руль. Вот такой вот имеет уже. Но она... Ее красят там, в принципе, есть, как в Альберисе покупаешь. Ну, видел? Нет? Только... Не обшивает ее даже. Не-не, просто красят, и она... А кожа-то сама нормальная же, не покоцанная. А рытвин нету. Рытвин нету, видишь? Просто ее покрасить надо. Есть такое. Обычные лампочки. Что тут? Обычная здесь лампочка. Ну, салон такой же, ничего не изменилось. В принципе. Нравится машина тебе? Вот какие-то провода вот тут торчат тоже. Да, это вот этой, да, штуки? Ну, вот это мне не нравится. Вот эта штука, то что вот провода. Видимо, можно продолжить поедем. Ну да, там маленечко можно. Ну все, будем батареечку смотреть. Сколько, говоришь, лет она у тебя? 2 года получается. 2 года? Где стоит? На улице? Под Наташей? Гараж теплый? Дальше гараж теплый, да. Шумки нету, да? Гараж теплый. Чуть-чуть подкрылок вот. Куда-то подевался. Ну, тут подкрыло, это вот вместе с бампером все так. Заехал, ударил. В лужу заехал. Я тоже, кстати. Дороги Якутска желают повторять лучшего. Ну ничего, скоро исправят ситуацию, в принципе. Это я приподнял же, там клиент маленький купить стоит. На проставке поставил 20 сантиметров. 20 сантиметров. 2 сантиметра получается. 2 сантиметра перед, Оба, везде в круг. а сзади у тебя резина или Нет, они все алюминиевые. у тебя сзади алюминий? Нет, спереди тоже алюминиевые. Ну все, понял. Просто иногда бывает, сзади ставят резинки. Вот это вот кто вот делал вот такой вот этот вот интересный момент я увидел. Так и было, да? Хочешь сказать, это родной брызговичок? Ну да, так я добрал такие выдали. Ну вот все равно, вот видите, вынос какой. Все летит вот так вот. Поэтому, если кто-то на акве едет, за аквой лучше не едьте по грунтовке. Заплюет вас, закидает камнями. Видите, как у него сразу прям в лицо летит. Ну и бампер тоже достается, поэтому вот это стоит. Получается, да, как правило, бампер, вот пробитие было у парня. Из-за того, что вот так, такие моменты есть от колес. Ну, свесы тут маленькие. В принципе, то, что вот за переднего бампера сделано. Ну, сколько тут? Сколько тут? 20 с лишним сантиметров уже. Ну, Да? до 16 колес считаю, что это. Да, он вообще... Размер 15. О, пузырек тут стоит. Ё-моё. Это круто. Ну да, что делать? Здесь тоже нормально, в принципе, вон пузырь влазит. Хоба, ну тут резиночка вот помогает, то что ты шоркнулся, уже осторожно начинаешь двигаться где-то. Так, ну что, двигатель посмотрим. Говоришь, чистил этот EGR. И что еще делал? Свечи менял? И дроссель почистил. ВВБ чистил вентилятор? А почему? Просто вентиляторы чистят. Так, ну что у нас тут имеется? Ну тут почище, конечно. Ага, вот 2 положения, про которые я говорил.
Либо чуть-чуть пониже, либо еще повыше можно открыть. Шумка есть. Это S-комплектация, да, говоришь? Ага. Поэтому шумка есть. Есть вообще L, Light. На лайте, на чили есть. Шум идет, да? Да, это шумочка идет, чтобы двигатель не сильно слышно было. Все чистенько. Парень, видно, следит за машиной. Все чистенько. Вот клапан EGR. Тут вот так вот он сделан. Есть вот такие вот моменты. Какой-то изолента или что-то такое. А, ксенон, да? Да, ксенон. Кто это делал? Ну тут же нет, тут не штатный же парус. А. Колхоз. Да? Получается, в линзы поставили ксенон. Да? Есть вот такие вот моменты. Обращайте сразу внимание перед покупкой, ребят. Если вот этих вот штук нету, значит, что-то было. Что-то было хорошее. Точнее, нехорошее. Вот. Ну все тут чистенько, в принципе. Смотреть. Вот в очередной раз показываю эту фишку. Очередной раз показываю вот эту фишку, которую можно аккумулятор снять. Это плюсовая клемма аккумулятора. Но это крайний случай, когда вам надо аккумулятор снять. Получается, вот так поддеваете. Специально сделано так, чтобы неудобно было. Чем-нибудь такой ковырялочкой. Хоп, поднимаешь, это плюс аккумулятора. Только можно снимать на заглушенной машине. Когда все отработало, все эти вот это все прошло. Тогда только можно снимать ее. На включенном зажигании ее доставать не стоит. И всегда, когда назад вы ее вставляете, надо услышать щелчок. Щелк. И все. Как-то так. Потому что бывают моменты, что не дощелкнули туда-назад. И начинается проблема. Возникают артефакты и так далее. Но это всего лишь плюсовая клемма аккумулятора выведена сюда. Так же, как прикурка. Допустим, сейчас я тоже расскажу. Если кто не знает, прикуривать как. Вот эта штука. Блин, где она? Ёк-макарёк. Сейчас, секунду. Итак, учу, как прикурить, но это тоже на свой страх. Все это делается на свой страх и риск, ребят. Кто достает вот эти вот штуки, вы должны понимать, что вы сами рискуете. Даже просто аккумулятор снимать с клеммы, тоже сами рискуете. Всегда все рискуете сами, на свой страх и риск. Вот если вот тут такая пимпочка, вот так нажимать надо ее, и тогда открывается плюсовой. Вот это плюс, вот это минус. Я сейчас вот так возьму, и 14 вольт у меня будет. Шандарахнет током. Сюда крокодил, сюда плюсовой, а вот сюда минусовой. И все, и можешь заводиться. Если у тебя сел аккумулятор. Все. Как бы хозяину объяснил, но это на свой страх и риск, еще раз говорю, делается. Если после этого у вас вылезут какие-то артефакты, то знайте, что это вы сделали сами, своими руками. Итак, закрываем капот, пойдем еще раз посмотрим, может, в подкапоте. То есть последняя машинка ко мне приезжала, у нее в багажнике было всякое бяка. Ну а здесь у парня по-пацански все. Да? Тут у нас стоит Black Hurricane. Ураган. Ураган. Урал Саунд. Все дела. Все, сколько там ватт. Знаешь, сколько ватт? А? 1000 с чем-то, по-моему. 1000 с чем-то. Видите, какая базука стоит? Бум-бум. Что это у тебя? Недавно доставал этот, да? Ну, там от сиденья, получается, стоит, вытаскивал. Надо на место, потому что это все гремит же. Роликами парень увлекается, как бы молодой, спортивный. Поэтому... Ну, у меня тоже сабик был такой небольшой, где-то вот половина этого. Аккуратненько так стояло тут все. И я еще умудрялся и сумки ложить и так далее, и людей как-то возить. Поэтому тут багажник такой, не сказать, что это прям, ну, как сказать, маленький. Он нормальный багажник, в принципе, ну сколько тут расстояние, ну, почти как рука моя, блин, длиной. Вот до изгиба, вот до сюда. Ну все, закрываем, будем аккумулятор снимать, смотреть, что там. Девочка, не девочка, делали, не делали. Чуть-чуть есть пыль, но это мелочь, в принципе. У нас Якутск грязный город. Что запылил, что ли? Держи, пожалуйста. Недавно только чистили.
Вот плюс-минус это увеличение. Вот плюс-минус. Увеличить, либо прибавить. В общем, смотрим. Останавливаю сейчас крыльчатку, чтобы там никто не ворчал. Так, секунду. Компрессора-то нету, блин. Сегодня у нас компрессора нет. Секунду, я могу. Посмотрим. Ну, пыли есть, конечно. Останавливаю теперь крыльчатку. Больше не крути сильно. Она в другую сторону крутит. В общем, немножечко загрязнения есть. Самое главное, продуть, между ребрами продуть. Сеточка. Сеточка у нас чуть-чуть. И чья. Заметьте размеры чаи. Какой. Меньше нельзя. Меньше нельзя. Ну все, теперь получается. Смотрим контактики. Ну чудес не бывает. Какого года машина? 15-го. 15-й год, пробег 170. 160. 160. Вот здесь вот чуть-чуть есть что-то оставшееся, как будто все нормально. Но все равно закисленность пошла. И все остальные зелененькие. Цветение пошло. Ну, это не страшно, так скажем. Сейчас посмотрим состояние ее. Теперь глянем на очередность. Поочередно, не поочередно. Так, 50. 49. Ладно, снизу. Снизу начинаем. Так, 92. Следующий должен быть 93. 93. Следующий 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Ну, по нулям. 0,1. 0,2 должен быть. Так, 0,1 был. Так, 0,1. Т здесь 41. Ладно. Тут должен быть 42. Получается, да. По нулям это 0,1. По 10 штук. Да? Ровно половина? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Ровно по 10 штук разница. Вот 0,1, а это уже следующую пачку взяли 10. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. По 2 по 10 в очередь. А не так, всяко разно. В общем, родная батарея стоит. Сейчас подкинем приборчик, проверим, что к чему. Итак, просто подцепили 0,3, 0,03. Разница, обалденная разница. В общем, сейчас мы 400 метров забег делаем первый с 15 вольт. Первый забег должен быть 4 минуты 45, как эталонный результат. Дольше, если будет, то это еще лучше. Все, поехали. Разрядка током 5 ампер. Время пошло. В общем, у парня хорошая батарея. 0,06. Разбег. Первые 400 метров пробежали за 4 минуты 51 секунду. Пока будем разглагольствовать.
График весь ровненький, он четенький, никто никуда. Дальше сразу. Продолжаем дальше. Второй этап. С 14:30, грубо говоря. Второй разряд 400 метров. Грубо говоря, уже 800 метров будет бежать. Второй этап пройден успешно. Обалденная батарея. 4 минуты 55 секунд. 4:16. Продолжаем третий этап. Разница 0,08. Вообще обалденная. Поехали дальше. 0,08 это то бишь, вот где буковка В, надо еще нолик тут, ну, в голове представлять, что тут нолик еще. Вот, получается 90. 0,90 разбег. Это вообще обалденно. Ну, парню что, повезло. Как правило, у Акв маленькие батарейки. Моя батареечка маленькая, слабенькая. Вот. Была бы она 28, бы ее как-нибудь там бы воткнули бы. Там, в принципе, место есть для 28. Поставили бы ее 28. Было бы, блин, вообще пушка гонка, наверное. Пуля, торпеда, блин. Че они зажопились? Еще бы 8 бы туда бы добавили. И нормально было, видимо, Ну, как-то же 20-й Prius же ездит. Не знаю, почему они такую маленькую воткнули. С чем апеллировались? Да то, что лишних 8 килограмм добавится. Не знаю. Ну, в принципе, это все демагогия, поэтому... Так, третий этап. Посмотрим, за 3 раза разрядится, нет. В общем, на третьем этапе результат 4 минуты 58. Равномерный износ. Так, получается у нас 7-я пара и 6-я, 7-я пара. Ну, как всегда, серединка. Результат обалденный, 0,08. Все супер. В таком состоянии, если ее обслуживать, не забывать сеточку эту, не проморгать, которая забивается. Менять там раз в полгода хотя бы вот эти вот контакты. И все. И парень горе не будет знать. И потом, может быть, еще через годик, может больше. Сейчас вот объясню парню. Ну и вам. В принципе, я уже неоднократно это рассказываю. Чуть-чуть получается просадочка посередине. Вот, объясняю всегда на примере вот этого ровного стола. Если я буду вот здесь посередине сейчас стоять, но я буду, допустим, стоять, как вот стоит вот эта вот батарея, да, она же работает. И всегда нагрузка на середину. И получается стол прогибается. Здесь у нас тоже чуть-чуть прогиб получился вот здесь вот. Что у нас тут показало? Прибор показывает самые маленькие результаты. 6-я и 7-я пара. Вот у меня тут подписано. 6-я, 7-я пара. Вот семерочка. Она, короче, здесь. Вот 6-я пара и 7-я пара. Грубо говоря, середина чуть-чуть просаживается. Потом через какое-то время это просаживание все больше и больше становится. Но здесь на таких маленьких батареях как бы такой просадки, как правило, не получается, потому что она маленькая. Это вот у больших батарей, допустим, у Prius 30-го, у него больше просадка, потому что она длиннее. А вентилятор здесь, смотрите, какой маленький. Получается, дует снизу, вот так вот поток идет, здесь упирается, поднимается вверх и уходит. Все. Грубо говоря, первые только 2 охлаждаются, первых, чисто холодным воздухом. И вот эти 2-3. Как тут они, остальные охлаждаются, я вот даже не понимаю. Только снизу, если только потоком воздуха вот так внизу проходит. И получается, она вот так вверх поднимается и уходит сюда. Все. Никакого возврата нету. Допустим, вот здесь бы они бы тоже бы закрыли, как у Приуса, чтобы она здесь уперлась и хотя бы назад вот так выходила, вот так вот сюда. Но этого здесь нету. В общем, почему 20-й Prius живет? Потому что у него офигенное охлаждение. Здесь с охлаждением, ну, на мой взгляд, небольшие просчеты. Но все равно батареечка ходит. Считай, 170 тысяч пробег, да? 160 тысяч пробег на одометре. Родная батарея. Результат обалденный. Еще будет и будет ходить.
Не знаю, вот, ну смело можно акву покупать. Но изначально акву надо покупать, проверив батарею, проверив и следить за ней. Чистя вот эту сетку, которая здесь стоит, чистя вентилятор и меняя контакты. Все. В принципе, это может делать самостоятельно любой человек. Но если вы там что-то где-то что-то неправильно открутите, что-то закосячите, тут уже, сами знаете, будут волосы дыбом и так далее. Будете что-то искать, блин, вдруг там закоротите что-нибудь. Потому что если короткое замыкание сделать, ну, элемент просто угробите, да и все. А допустим, если вот какой-нибудь из одного элемента тут какой-нибудь сдохнет, то придется всю батарею разбирать. Она не достается, эта батарея оттуда, пока ее не разберешь. Вот. Но лучше пусть это занимаются специалисты. Ну а так, батарея классная, в принципе. Парню меняем контакты, на место ставим. Теперь парень спокойно может ездить. А не так, что там сколько она будет ходить, там вопрос ему задаю, сколько она будет ходить. Ну как чек загорится, приедешь. Ну как это так? Такого не должно быть. Надо ему конкретно сказать, парень, каждые полгода контакты чисти, каждые 2 месяца, 3 месяца туда хотя бы поглядывай фонариком. Посмотрел, забилось, рукой почистил. Все, и будет у тебя вообще эта батарея бегать и бегать. Абсолютно и ничего не будет. Ни мороз, ни жары. В принципе, из жары тоже пофиг, потому что вентилятор все работает. Вентилятор-то работает. Он увидит, что жарко, включит скорость сам. Можно переставить датчики, но раз она 170 тысяч прошла без переставления датчиков, то она еще дальше пройдет. В общем, как-то так. Сейчас меняю контакты. Ну и все. Ставим и с парнем прощаемся. Вот такой вот небольшой видос будет. Задние контакты я не показывал. Вот они как выглядят, задние контакты. А будут вот такие стоять. Хоба. Разница есть? Есть. Так. Что должно появиться? Все. Все щелкнуло. Лишних никаких чеков не горит. Нет. Все классно. Вентилятор заработал. Все. Ну вот. Очередной довольный клиент. Обалденная батарея. Классная машинка. Молодой парень. Заезжайте, батареечки проверяйте, ребят. Автосервис апгрейд. Автосервис апгрейд. Вилюйский тракт. Автомойка 4 сезона. Вот автосервис. Ова. Упал я в Макаряк. Автомойка 4 сезона. Видите эту машину? Возле автосервиса, знаете, что я здесь. Вот такие граффити здесь прикольные. В свое время тут большими буквами было написано Бизон. Но сейчас ребрендинг был. Все, буду закрывать богадельно. Воскресенье, а мы работаем. Ё-моё.